Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Нормально. Вы откуда? Чем занимаетесь? Казахстан, город Костанай. А, да ничего, вот в чат-рулетку зашел. Да, я Сейчас сидел, тоже. работал. Да, я тоже. Кем работаешь? Работаете программистом, да? Да, точно, правильно. Как отгадали? Да, я уже угадал по очкам. Ага, точно, да. Очки. Да, 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 да. Да, да. А вы кем работаете? Я сам я сейчас пока подрабатываю сейчас охранником просто, М, подрабатываю. Сейчас просто ищу на постоянную Ну, работу. а где, Вообще хотел бы какой свой населенный бизнес. пункт? Город Костанай у меня, Кустанай. Казахстан. Сколько охранник в Кустанае зарабатывает в месяц? Давайте в среднем скажу. Это смотря сколько работать, где работать. Ну, 150 тысяч тенге давайте. Да? Это вот полная Если ставка, нормально полная поработать. ставка 150 тысяч тенге будет. Не полная, не полная. Допустим, если ты хочешь с переработками, 150 выходит. А полная, если без переработок? А, ну, допустим, я говорю 150, вот, Мгм. допустим, да, к примеру. Ну, ладно, 160, 80 тысяч бывает. Понятно. Бывает по 10 тысяч в день платят. Да. У меня один знакомый, он, по-моему, из Тараза или Шымкента, не помню. Он Мгм, работал охранником 2 года назад, и у него зарплата была 90 тысяч тенге. мгм. Ну, это, конечно, мало очень. Это Да. мало, потому что у нас сейчас стройки, вот это вот по объявлению в OLX везде строители понавешали, вот эти Мгм. типа стройки берем. Сейчас на стройках не хватает людей. А физически утруждаться я не хочу. Я работал на стройке. Я знаю, это какая адская работа. Да. Я Я, видел, как строители работают. я тут на днях гуглил среднюю зарплату в Казахстане, и там написано, что в декабре Мгм. прошлого года средняя зарплата была 338 тысяч тенге. То есть, это, видите, это госслужащие в основном получают. Вот когда мы просим поднять зарплаты, они поднимают госслужащие, говорят, подняли. Это госслужащие в основном получают такую зарплату. Мгм. В Акимате кто работает? Ну, мэрия, по-вашему. Мгм. Видите как. Это получается у А в них, госслужбу, это у госслужащих такая огромная ну, зарплата, что они влияют на всех, да? ну, видите, Это типа я все съел, я стремятся, съел 2 пирожка, ты съел 0 пирожков, а в среднем мы да, съели по пирожку. видите, какая ситуация в Казахстане. Многие стремятся идти на госслужбу. Там конкуренция очень большая. Везде в госслужбе конкуренция доминирует. Все хотят быть стабильно, получать стабильно заработную плату туда-сюда. В основном в Мгм. госслужбу стремятся в Мгм. Казахстане. А Я этот, так хочу сказать. а вот говорят, что там типа нужно там по жузам берут на работу на госслужбу. Нет, нет. Видите как? Во-первых, там очень конкурент. Допустим, на одно место полицейского может прийти 10 полицейских, да? Мгм. Из них из 10 выберут одного. По качествам туда-сюда, к примеру. Допустим, допустим, к примеру, в Акимате там хватает работников, там нету проблем с этим. Мгм. Ну, в целом госслужащие доминируют. У меня в А ты полиции что в многие госслужащие не родственники пошел работали. или в полицейский? А у меня среднее специальное, у меня штукатур-маляр. Да я в А, госслужбу не стремлюсь, хотел бы бизнесом заняться, но пока бабок нету. а. Сейчас пока еще А обдумываю ты не пока. можешь просто штукатурить за деньги, раз ты на штукатура? Я же работал же на стройке же. Но я не штукатурил, а работал на стройке. Это капец тяжело. Не, ну не на стройке, а вот просто, Каждый раз. просто красить и это, нет? Нет. Я уже давно не работаю. Я вообще не работал по этой специальности. М. Я бы хотел бы на себя бы поработать бы. Видишь, дали бы мне бы деньги бы, пожалуйста. Я просто хотел взять кредит, пока сказали еще не дают. В банке, да? Хочу вот так. Да. А сколько тебе кредит Условий нужен? нужна история. Какой тебе кредит нужен? Для начала, для бизнеса, я не знаю. Я сперва хочу узнать, одобрят ли мне вообще кредит, а потом там подумаю, что и да как. М.
Вообще Не, я об ну, этом давно нет, у планирую, тебя но же, пока еще думаю нет, если рановато. ты хочешь какой-то бизнес, у тебя нужен какой-то план вначале сделать, тебе нужно точно знать, сколько тебе нужно И денег. капитал обязательно. Нет, ты должен Да, знать капитал сколько. это обязательно. Нет, ты не просто капитал, ты должен знать, какой именно капитал, сколько и конкретно тебе нужно денег, если ты хочешь бизнес. Ну, мне сетевой часто предлагают, и я не хочу сетевой. Сетевой маркетинг, знаете? Да, да. Он в России у вас тоже популярен, и в Казахстане тоже популярность набирает. Сетевой маркетинг. Ну, вы Понятно. знаете, людей где приглашать надо, Мгм, продукцию вот эту мгм. пихать. А ты сам А я не кустанайский? мастер этого дела. Ты сам кустанайский или Я приехал? там родился в Аулюкольском районе. В М, Аулюкольском районе родился. Понятно. А вы в каком городе? Я Омск. забыл спросить. Омск. Омск. А, Петропавловск рядом с Павлодаром. Ну да. Ну. Но Петропавловск Павлодар скоро переименует. Да? Как переименуют? Хотят его переименовать. А как Ну, назовут? Павлодар хотят Кирику назвать Павлодар, а Ага. Петропавловск Кызылжар. Замечательно. Ну, пока еще что-то не Поразительно. решается. Это вопросы поднимали в Гениально. парламенте. Ну, это их дело, Да. короче. Решать так решать, как говорится. Ну вот, как Кызылжар? Кызылжар, Кызылжар, да. Кызылжар мне нравится название, а вот как Кирику? Или Кирику, и либо Ертысом назовут. Вот река же есть же Ертыс. А, Ертысом могут Кирику что-то назвать. не звучит. Нет, лучше, думаю, Ертыс. А еще варианты Ертысом есть? лучше назвать. Пошарика. Другие. Баян-аул говорили. Баян-аул. Ага. Мне как-то не модно, а Баян-аул тоже не подходит. Депутат один говорит, давайте Баян-аул. Я говорю, нет, зачем Баян-аул? Ну. Я про себя сказал. Гармошка, деревня, что ли, будет переводиться дословно. А баян это Баян это гармошка? гармошка на казахском. На казахском это гармошка, да, Да, баян? да. То есть вот это Гармошка, вот да, баян да, играют, баян, это гармошка. казахское слово, значит, да? А аул это деревня, да. Ну, Нет, баян, да, у нас баян, говорит, у вас гармошка на ну. русском. А вот аул это деревня, ну Понятно. по-русски. Село. А мне говорили, что Деревня, вот, мне село. говорили, что Омск тоже с казахского как-то вот переводится. Ой, я не вдавался в эти подробности. По-казахски этот Омбы. Омбы. Омбы, да. Э, Да, в ка- казахском языке много слов, А как которые дословно не переведешь с на русский. казахского Омбы как переводится? Омбы? Омбы. Ой, я не знаю, я не вдавался в эти подробности. Я, в ваши города не лез. Я знаю, что Оренбург как-то переводится. Оренбург. Орен это место будет. Мгм. Бур это что-то такое. Ну, много что этот. Ну, видите, это же ваши земли же. Уже все, мы же их просрали же. Просрали? Не, Да, может не просрали, же. может Ну еще, ладно, наша. может еще Омская Народная Республика будет. Да нет, вы что, мы же не этот. Мы вам не по силу, понимаете? Мы вам не по силу. Мы не будем воевать за земли. В смысле, Мы Казахстан, вам не по Казахстан силу. нам не по силу? Нет, я имею в виду, мы слабее вас, я вот это имел в виду. Казахстан слабее. Да, Россия, А. конечно. Ах, И по идеологии армейской мы очень схожи. Мгм. У нас же до сих пор же вот эта советская система же, армии осталась же. Мгм. Там воинское приветствие только вот с головой. А С если головным Казахстан, убором только он нужен. если Казахстан слабее, ну тогда будет, значит, не Омская Народная Республика, а Кустанайская Народная Республика. Да нет, ты что, не будет такого. Или Петропавловская Нет, Народная нет. Республика. А? Нет, вы что. Ну Нет, вот Усть-Каменогорская была же. Усть-Каменогорская Народная Нет, не Республика. было. Было. Я Нет. читал. Я в Википедии читал, что там в каком 98-м году объявили Усть-Каменогорскую Народную Ага. Республику. Ну, это у нас статья сепаратизм, за это 5 лет садят. Ну, понятно, но они не боялись. И они ее объявили. Ну, Я еще у вас где, в Павлодаре или в Петропавловске, вот недавно тоже были, они тоже там что-то какие-то собрались и сказали, типа там независимость или что-то такое. их посадят на 5 лет, понимаете? На Ну, 5 лет. они же знали Уголовное этого, дело. но они не испугались.
Ну, а эти придурки думали, ай, мы сейчас извинений попросим, нам штраф выпишут и все. Не, ну ты сам А сказал, там дело, Казахстан, ой, ты сам куда. сказал же, Казахстан слабее России. Так что, чего им бояться? Ну, это факт, это факт. Это, понимаете, это факт. То, что слабее Ну а чего им туда-сюда, бояться это да. пяти лет? Может, они не отсидят все 5 лет, может, их завтра выпустят. Да нет, вы что, на 5 Завтра лет выпустят и сепаратизм у нас Героя какие? России еще дадут. Вы ярый имперец, да, я смотрю? Нет, я не ярый имперец, С я просто... имперскими Ну, амбициями. я про... Нет. Вы Я, по-имперски мыслите. я просто исходя из твоей логики. Понимаешь? Я тебе предложил Омскую Народную Мгм. Республику, а ты говоришь, нет, нет, не может такого быть. А потом я говорю, Ну, а потому что Кустанайская мы Народная слабее вас. Республика тоже, говорит, не может такого быть. А Усть-Каменогорская не может быть, но она была уже. И вон где в Павлодаре или в Петропавловске тоже попробовали. Зачем ты такой злой? Ну, Зачем ну, как вы знаете, собака? на нас сейчас Китай имеет влияние хорошее. Мгм. Влияние получил в экономическом плане. Мы 12 миллиардов долларов должны Китаю. А чё вы так им Ну, это... задолжали? Ой, не знаю. Не могу сказать. Ну, там на инфраструктуру мы там им задолжали. Там на вот это вот, получается, заводы сейчас говорим, стройте заводы там у нас и работайте у нас. Вы получается, я не понимаю, вы с Китаем дружите против России вместе? Нет, Или с нет, Россией дружите экономически. против Китая? Или как вы? Или вы со всеми Нет, дружите? нет, мы со всем миром дружим, Со всем со миром? всем миром. Просто Китаю выгодно, видите как. Транзит, вот один поезд, один путь же есть же, мы же с Китаем же сделали же вот эту программу, один поезд, один путь. Через нас товары из Китая в Европу везутся. Мгм. Мы просто географически Азия и Мгм. Европа, просто вот Китаю выгоден, Мгм. выгодны мы. Мгм. Ой, Мгм. как сильно. И к вам из Китая через Казахстан в Россию попадают товары Мгм. из Китая. Ну вы же потребляете же Да. китайские товары, отрицать же не будете же. Ну, то Вот конечно, да. и... ну. Видите как. Ну, а если поделить Казахстан, допустим, ну, между Россией и Китаем, ну, половину, допустим, северную половину Мгм. Казахстану, а там юго-восточную половину, там, Алмата, там, вот это Мгм. все Мгм. Китаю, допустим. Ну, а Ну, к чему вы такой как разговор Польшу, как ведете? Польша была же Провокационный. в 1939 году, где половину Польши Ну, она забрала сейчас... Германия, а половину Польши забрал Советский Союз. С чего война-то Ну, началась? Когда Польшу напополам поделили. я не лезу, это Польша, Польша. Мне это что? Ну, вы провокационный вопрос задаете. Очень провокационный, кстати. Да? Да, вот вы задайте. Я-то ладно, я-то знаю русский язык, я-то могу просто словесно конфликт решить. Ага. А бывают казахи, которые плохо знают русский, а они вот за этого вы их легко заденете. Да. Понимаете? А вы казахский знаете? Казахский, да, знаю. Блеман, Сулейман. А, Нет, я в русской школе учился, я вот это имею в виду. И в русском колледже. мгм. Ну, на На казахском, русском на языке у казахском меня был. свободно разговариваешь, да, на любую тему. Да, Азия нормально. есть. Нормально? Все хорошо, Блеман. Мгм. Екатель. Два языка. Мгм. Видите как. Ну вот смотрите, у нас как этот, это ладно я русскоязычный молодой, но уже многие уже плохо знают русский из казахов, в основном уже идет, ну, среди Бомбарбия! молодежи такая. Мгм. Киргуду! В основном только по-русски говорят на севере и, ну, на востоке, но там уже этот как там, уже начинает старшее поколение в основном говорить по-русски. Мгм. Мгм. А молодые Мордоворы! по-казахски, да, говорят? Кузал! Да, уже в основном А вот, так уже а приучены, а смотри, люди на я западе вот что-то, я сейчас не помню, в Казахстане сколько государственных языков? один. Не два? Русский... Нет, не два. То есть русский, он просто применяется наравне с государственным. Он а, просто наравне Он применяется и не все. как в Беларуси, да, Он... получается? Нет, 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 нет. Нет? Он как бы якобы имеет официальный статус. Ага, Якобы. ага. Просто сказали, он имеет... как сказать... Ну вообще, Ну, чтобы короче, устроиться ты на везде, если госслужбу... где пойдешь, там, вот, я просто думаю, можешь мне в Казахстан поехать.
Ты везде, если Ага. пойдешь, там везде будет все на казахском языке, да, там по телевидению, там везде реклама, то все, короче, Нет, везде, где ну ходишь, вот, везде все на казахском языке. Чиновники все на казахском, да, говорят? ну смотрите, во-первых, у нас чиновники в основном знают два языка, казахский и русский, как полагается, на А на депутаты каком говорят они? знают два А языка. говорят на каком они? И на том, и на том. На том, и на том. А как они решают, на каком говорить? Ну кто да как, просто кто-то вышел. Но в основном уже все, сказали требования. Выступать, можете чисто выступать на казахском. На русском, русский не обязательно знать уже в Казахстане. Мгм. Можешь его не учить, это. Короче, Если никто не не хочешь, хочет не по-русски учи. говорить, они все хотят по-казахски говорить. Раньше их заставляли А вот по-русски это говорить, а теперь государственное. уже не заставляют, да? Теперь только по-казахски Нет, всем. видите, наша элита, вот эта вот, которая сейчас, Токаев там и так далее, они-то в основном в Советском Союзе же учились же, Мгм. понимаете? И вот поэтому они Да знают ладно. русский язык. У них от школы до университетов были все русское, короче, в основном. И они строили карьеру в советское Мгм. время, и вот так и выучили русский язык. В советское время. Да. Вот поэтому элита говорит на двух языках. Но они все как бы и по-казахски тоже говорят, да? И по-казахски у нас и первый президент знал казахский, и русский, и чуть-чуть украинский знал. А вот этот Говорил. знает, который как у вас там? Токаев? Да. Ну, он 5 языков знает. Он знает казахский, русский, английский, Но китайский, он французский. это, короче, все время тоже чисто на казахском, да, разговаривает? На том и на том языке. А, Он, ну, сперва, как когда обращается к народу, он сперва на казахском, как ага. на государственном языке, а потом на русском. А на русском он зачем Вот так. говорит? Ну, он как этот, доносит тем, кто не владеет госязыком пока. А на китайском он не говорит? На китайском он, когда с Си Цзиньпинем встречается, Ну, тогда нет, говорит, нет, или когда когда он китайский выступает там на журналист. Новый год, он вот этот тост вот Нет, держит нет, он на шампанское, он, двух языках, казахский и русский. ну вот он сначала на казахском Казахский и тост русский. произносит, да, поздравляет всех, потом на русском, Да, правильно? да. А, Да, да. а потом на китайском он должен. Нет, 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 нет. Ну а почему нет? Китайский он для себя выучил, потому что он в Пекине-то Не, ну он же учился знает еще. китайский, почему он на китайском не поздравляет? Ну, я имею в виду, Ну а Казахстан же, он же зачем? как бы друг и России, и Китая. Почему он? Я еще же в Казахстане много этих китайцев приехало из Китая же. Они все китайские знают. Э, Почему он на китайском не поздравляет с Новым годом? ну, это их проблема. Они найдут в себе переводчика. Надо... А, их Ну, проблема, ну на русском же он поздравляет. ну, русский, я же говорил же, что он имеет официальный статус А в китайский данный не момент, имеет, да, еще? сказали. Так может надо Ну, китайский тоже китайский официальный это статус? иностранный статус. Нет, Иннокентий Смоктунов. иностранный. Китайский иностранный. А русский не иностранный? Он официальный считается. Так говорят госслужащие наши, высшие эшелоны элиты наши. Короче, номер один это казахский. А номер два язык это Государственный. русский. И русский он везде есть тоже. Потому что он официальный. Да, он, то есть, вот смотрите, вот допустим, Ну, то есть, вот ну, как бы, госучреждение, да? казахский, он вообще 100% везде, он, короче, он вообще везде, а русский, он, типа, процентов 80 есть в местах, да, где-то так. Ну, смотрите, ну, на госслужбе, на госслужащих местах, вот, где вот работают же госслужащие, там пишется сперва на казахском, Мгм. а потом на русском. Нет, ну, вот я имею в виду, вот сколько употребляют язык, вот, в процентном отношении, сколько там, казахского больше или русского, получается? Больше казахского. Больше казахского. Больше казахского. Да. А русский он не везде, Это как бы, да, есть? пока он только в северных частях. И М, все. И то мгм. в северных частях к нам забрасывают тех казахов, которые русского языка не знают. А зачем? Ну, допустим, казахи из-за рубежа, у нас есть такая программа, Кандасы называется. Слышали, не слышали? Оралманы раньше. А, называлась. Уралмана слышал, да. Из Китая, из Монголии, Узбекистана, там, Туркмении, Афганистана, получается, из Ирана привозят казахов. Мгм. Ну, приезжают к нам казахи. И из России, и всех их на север. Мгм. А
они не знают русского языка. Мгм. А Если как, казах жил, допустим, в Китае. ну они нормально, им нормально, да, то есть вот их, получается, их забрасывают куда-нибудь там в Кустанай, они вообще русского не знают, они знают там Мгм. китайский и казахский, да? И казахский. И вот Да, они, да, они да, как живут в Кустанае, они же никого не понимают, да, в Кустанае? Они это кустанайцы с ними на каком говорят, на казахском или это они русский На выучивают? казахском? Нет, Ну, на то есть они казахском, русский не естественно. выучивают. Им не нужно русский выучивать. Они сами не учат русский язык. Они говорят, ну зачем? Ну, русский-то не обязательно это знать. Они же Мгм. документы же читают же. Казахский государственный и все. Вот, допустим, я казах, вот жил в Китае, допустим. Ну, китайский я обязан был выучить, что это госязык китайский. Мгм. А казахский это мой родной язык. Я и тот язык выучу. Перееду в Казахстан, буду говорить только на одном казахском. И они так и говорят только на одном казахском. Русский вообще не учат, получается, да? Нет, конечно. Потому Мгм. что его не обязательно учить. Его Мгм. не надо. Его Ну, понятно, не ладно. обязательно знать. Все, Хочешь учи, хочешь да, нет. все понятно. Ладно, хорошо, пошел Ну, я же дальше позиции тогда. пояснил. Ага, спасибо за это, за Ну, вы информацию. имперец. Я не Да, не за имперец. что. Давай, пока. Да, молодец, но мне кажется, что у него немножко такие представления розовые обо всем. Ну, то есть, вот, насколько я знаю, вот хандасы, они вынуждены все-таки многие выучивать русский язык, потому что им невозможно общаться, да, то есть он верит тому, что вот все, что написано вот в Конституции, вот так написано, значит так и есть. Вот они же хандасы же на родину в Казахстан приехали, поэтому зачем им учить русский язык? Хороший парень, но немножко, мне кажется, наивный. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.